Агрокомплекс «Инта Приполярная» может несколько изменить профиль. Речь идет о постепенном отказе от убыточного производства яйца и расширении прибыльного молочного направления. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства Коми, интинская птицефабрика в последние годы скорее была социальным проектом и продолжала работать только благодаря постоянной помощи республики. Только в прошлом году регион 10 раз спасал предприятие от банкротства. В начале месяца мы ищем деньги на покупку комбикорма для птиц. В конце месяца ищем деньги на зарплату людям. В итоге, вот, если только взять прошлый год, мы, 10 раз, это предприятие подходило к банкротству. Мы 10 раз вытаскивали это предприятие такого состояния. Мы вложили туда, вне бюджетных источников, 102 миллиона рублей. В бюджет отдали 45 миллионов рублей. Кроме того, как они сами заработали. Я вот посчитал, в итоге мы на каждого работника отдали по 1 миллиону рублей. Впрочем, все эти меры хозяйству не помогли. Причина – высокая себестоимость приполярных яиц. Оно составляет 3,5–4 рубля, в то время как крупные птицефабрики средней полосы России продают его за 2,5. Окончательное решение Минсельхозреспублики примет после финала аудиторской проверки, но, скорее всего, для спасения предприятия от производства яиц в Инте все же откажутся и будут развивать животноводство. Тем более, что молочная продукция в Приполярье пользуется большим спросом. А те средства, которые направлялись на поддержание работы убыточной птицефабрики, можно было бы вложить в строительство современной фермы. Вот на те субсидии, займы, которые мы туда отдали, можно было построить шикарную ферму одну в течение года, оснастить техникой, коровами и уже заработали бы. Мы намерены там построить молочную ферму на 200 голов. Слава богу, по крайней мере, там угодья позволяют для этого. По словам Анатолия Князева, главная задача сегодня – спасти предприятие от банкротства. Инта Приполярная успешно работает в сфере оленеводства и животноводства. Отказ от нерентабельного производства яиц позволит направить средства не на поддержание жизни предприятия, а на его развитие.